Мы ў адказе за лёсы людзей. Мы іх клопаты лічым сваімі. Стала лёсам тваім і маім сацыяльная служба краіны. Здравствуйте. Был вот на сайте, нахожусь, Министерства труда и социальной защиты, и тут оказывается, что есть у вас гимн, слова есть, а музыки нету. Как прослушать? Честно говоря, я не знаю, как вам прослушать его. Ну, мы только слова и знаем. А музыку слова? должна быть там. А музыку? Послушайте, тут есть смешные слова, я их не понимаю. Мы в отказе за лёсы людей... за их... Представьте, пожалуйста, кто вы. Паук Андрей Владимирович. У отказе за лёсы людей за их права и за годную працу. Так как за какие права отказывает министерство, если мы бесправные? За какие права? Ну, за какие права? Права о пенсионном обеспечении, права о социальных гарантиях, о минимальных социальных гарантиях, о минимальной заработной плате. Право... тех правах, которые... Да, я понимаю. А право не работать в Республике Беларусь есть у человека? А вы что, не работающий? Да, я тунеядец. Меня там хотят, чуть ли не посадить хотят. А чего вы не работаете? Так право у меня такое. Не работать? Конечно, У нас есть право конституционное. работать. Нет, так есть право работать и есть право не работать. Неужто я Так должен у вас работать? нету права не работать. Ну, я вам не могу объяснить. Ну как вы не Понимаете? можете объяснить, вы же там работаете? Ну вот есть право на труд, а право не означает обязанность. Или означает? Так. Что вы там, алло, делаете? Гуглите? Да. Да елки-палки. Да я вам расскажу без гугла, что нет такой обязанности на труд в Беларуси по Конституции. Нету такой обязанности, я вам говорю. Прям вот трудиться. Можно не трудиться. Верно? Ну, смотрите, оно является одним из первостепенных. Что первостепенных? Так что? Прав. Да, Экономических это если я прав хочу каждого трудиться, человека. то мне должны обеспечить право на труд. Да, оно одно из первостепенных. Но я не хочу трудиться. Так. Могу я не трудиться? Имею я право такое первостепенное? Не могу вам сказать. Согласно Конституции, у нас право на труд, а не обязанность трудиться. Поэтому, если вы отказываетесь от мер содействия по трудоустройству, пожалуйста, можете оплачивать коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам и дальше быть незанятым. Ну, я считаю, что это несправедливо, потому что как я могу оплачивать это по новым тарифам коммунальные, если я не работаю, если у меня денег нет? Ну, тогда непонятен ваш посыл быть незанятым. Вам за какие средства вы тогда существуете? Не, ну это я бомжую вообще. Ну почему я должен платить по 100% там якобы тарифам? Я ж нищий. У нас есть нормативные документы, утвержденные правительством. Так По они же этим противоречат документам мы все Конституции. живем на территории Республики Беларусь. Почему Да. противоречит? Ну, Пожалуйста, можете не работать. Почему меня Не нищего хотите. Если у вас человека... хватает средств, оплачивайте Нет, не по хватает. экономически обоснованным тарифам. Вот именно что не хватает. Почему я Не нищий хватает, человек значит, должен работаете оплачивать... тогда. Так я Можно не же хочу. не обязательно нанимателя работать, можно открыть свое дело и получать Так я доходы, не хочу. если вас Нет, не вы поймите, устраивает. что вы же сказали, что это не обязанность работать, а право. Ну так а никто вас не заставляет работать. Ну, Вот. оплачивайте коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам. Вы же не участвуете в социальных, граждане, мы все, кто работаем, да, мы участвуем в финансировании расходов на социальные нужды всего населения на территории Республики Беларусь. Вы не уверены, участвуете что в это так? расходах. Вы Конечно, уверены, что уверена. это- А как это проверить? Вы мне по существу задавайте Ну вопрос. вот по существу, смотрите, вы говорите, что мы участвуем, платим там налоги, и мы же, Да, наверное, всё верно. обязаны знать, сколько пошло, например, на военную сферу денег, сколько пошло на дворцы Это не ко Лукашенко. мне вопрос. О, У да. налоговой вот Да, эти вопросы да. задавайте, пожалуйста, к налоговой сфере. Да-да-да. Вы хотите не работать? Да,
И у меня это получается отлично. Ну, я рада вас, если вы так можете существовать, не работая. Но так нельзя. Ну, так нельзя. Ну, не знаю, нельзя или нельзя. За это наказывают, за это... Ну, мне в там тюрьму вас не 100%. садят за это? Ну вот, и наверное, садить. вы выбрали такой путь. Вы можете где-то Нет, так выйти. хотят и посадить даже. Там же Лукашенко уже рассвирепел. Вы уже. знаете, вы сейчас отрываете мое время, разговаривать на какие-то вольные темы я не намерена. Заставить вас, конечно, на сегодняшний день никто не может. Ну, что не как-то. могут? Мне надо платить как тунеядцу 100%, что там, коммунальные? Ну да, повышенные? ну так, а если вы не работаете, Так а если я нищий, чем я буду платить? так надо на работу устраиваться тогда. Так я не хочу. За что-то же надо платить. Ну а как? Вы же не будете коммунальные расходы от того, что вы не работаете, так вы за коммуналку не будете платить. Тут Ну, у нас чем я все буду тогда... платить? Ну так у нас уже все скажут, мы не хотим работать и не будем коммуналку платить. А вот представляете, если будут все бомжами у нас в республике? Нет, да зачем мне все? Знаете, что будет? Я про себя. Нет, давайте мы не про вас, давайте мы вот про всех. Вот давайте все будут вот так, как вы не я работаете. звоню по Что это своему будет? вопросу конкретно, Елена Нет, Николаевна. смотрите, давайте все. Давайте никто не будет работать, никто не будет оплачивать налоги, никто не будет платить ни подоходный налог. Дети наши будут как ходить в школу тогда? Как мы будем Пешком тогда будут в ходить. здравоохранении с вами лечиться? Общаться. Ну, расскажите мне, пожалуйста, как? Хорошо, Объясните платная мне. медицина. Теперь вы мне объясните. Вот у меня есть свои сбережения, платная медицина. Я иду к лору-врачу, А за счет плачу чего вы ему эти платные, деньгу. за счет чего вы эти сбережения накопили, если вы не работаете? Ну, ягоды, говорю, сдал. Ну, так тогда вам надо идти. Я же вам объясняла. Вам тогда надо идти в налоговую и объяснять налоговой инспекции, что вы самозаняты. Нет, с налоговой мы разберемся. А я Ну, про так то, вот что сначала имею ли я разберитесь с право не налоговой, работать. а потом будете звонить мне, хорошо? А я не хочу финансировать диктатуру. Страну, в которой нарушаются права Вы человека. сейчас высказываете какие-то оскорбительные в адрес правительства С выражения. чего Я взяли? вправе А положить... где оскорбление было, скажите? У нас сегодня акция есть «Диктат Ура». Видите, ездят с этим и хвастаются, что они диктатура. Где я оскорбил? Ко мне ли еще есть вопросы по моим обязанностям? Вот вы меня сейчас оскорбили. Вы, может, вам не нравится слово «диктатура», а это наш бренд, как сказала пресс-секретарь Лукашенко. Но вы не хотите, пожалуйста, не работайте. Можно. Я вам не могу дать такое, ну, как сказать, разрешение. Это не мое, ну, не ко мне относится. Я не даю людям разрешения, что они Ну, могут только что работать. разрешили мне. Вот. Это ваше право. Право, Только- хотите работать, хотите не работать. Это ваш выбор. Ну, но почему мне надо платить за коммунальные по повышенному тарифу тогда? Потому что вам наберите, пожалуйста, в управление занятости. Вы у меня хотите спросить, имели ли вы право, имеете ли вы? Ну, Да. что вы еще у меня хотите спросить? Вы обращаетесь Нет, к мне вы по ответьте. компетенции. Так это Я в ваших компетенция. правах, я не буду вам отвечать в ваших правах. Вы меня извините, Так я права хочу услышать от граждан вас вопрос скажите. по существу, Не мое право, по а право компетенции граждан. комитета. В данном Так. случае я вами не занимаюсь. Да не занимайтесь Ну, мной, что вы а хотите гражданах. услышать? Да, о Разговаривать гражданах я с вами не намерена здесь в каких-то рассуждениях. не в повышайте дебаты на меня вступать. голос. Ну, Я имею право. Вы работаете для благ граждан Республики Беларусь. Я хочу знать ответ. Я вам еще раз говорю, вы не задаете мне никакого вопроса Так по я задаю, существу. если у нас есть Вам право по на труд. трудоустройству я не занимаюсь трудоустройством. Не надо чтобы меня вы трудоустраивать, я услышали. про это и говорю. Могу я не работать? Ну, наверное, вы выбрали такой путь не работать. Ну, не работайте. Нельзя. Вот все, Если вам есть за что. тунеядцев постоянно Что вы от сажают. меня хотите? Ну, Так я хотите, не спрашиваю, работайте, можно? хотите, работайте. Каждый человек выбирает свой путь. Право на труд не равно обязанность. Мы не должны Я свою понимаю, жизнь тратить но на работу. вы же пользуетесь льготными вот этими вещами.
и здравоохранение бесплатно. И Да это лучше я самое... заплачу уже тому здравоохранению, чем я буду Ну так вот бесплатно для вас платить. платно и делают все. Такого вообще права нету. Есть право работать. Есть право работать, это значит, я хочу – работаю, хочу – не работаю. Верно? Да. Значит, я хочу не работать. Так я вам еще раз говорю, я тоже хочу не работать. И все Так хотят что вам не мешает? работать. И все хотят не работать. Так что вам Вы мешает? знаете, что у меня уже заканчивается видеоконференция. Да Я, черт с по-моему, ней, свою там ничего позицию вам интересного нету, объяснила. вы там ничего не порешаете. Вот решите конкретно со мной проблему с тунеядцем. Я хочу знать, а юридическое право, основание, почему мне запрещено не работать. А где написано, что вам запрещено не работать? О, мы уже к этому подошли. Только что 5 минут назад вы утверждали обратно. Только давайте, я вам еще раз говорю, давайте мы будем все не работать. Вы представляете, что будет? Да это не мои Стресс. проблемы. Я А хочу почему не работать. ваши проблемы? А кто тогда будет вас учить, ваших детей? Кто тогда будет вас лечить, если Я все будут платную собирать ягоды? школу отдам ребенка, я дам ему А кто ягодами будет заплачу. учить в школе? Учительница в школе тоже придет и скажет, я не Я хочу ей работать. ягодами заплачу, мы Я договоримся. не хочу работать, я хочу собирать ягоды и шишки в лесу, и потом их сдавать. Ну, Слушайте, так что вы ну хотите так меня вот вы тоже меня переубедить? послушайте, пожалуйста. Ну давайте так сделаем. Давайте все будут собирать ягоды и шишки в лесу. И будут Давайте. продавать и китайцам, как вы говорите. И что тогда будет? Где будет наша медицина? Где будет наше образование? Где это все будет? Транспорт? Ну, это у нас свободная страна, каждый выбирает, как он хочет быть. Да, Хочет я согласен работает, с хочет вами. не работает. Но недавно Кубраков, министр МВД, заявил, что будет отлавливать тунеядцев, вот этих неработающих, таких как я, и принуждать к труду. Ну, так вы задавайте вопросы министру внутренних дел. Я бы задал, конечно, ему пару вопросов. Но он же ж боится. Ему бы только крутить, винтить, сажать. Это ж живодер, эсэсовец. Можно ли доносить на тунеядцев? Конечно, можно. Можно. А разве у нас в стране нельзя быть безработным? Это ваше право как гражданина говорить, на кого-то работает он либо нет, либо не работает. Подождите секундочку. Слышишь? По-моему, паук набирает. Паук, по-моему, про тунеядцев. Вы же мои хорошие. Это как бы его право работать, не работать. Но милиция предложит вариант другое развитие событий. Вам выдаст явку на Берестянскую 20, и вам уже решать, там, приходить, не приходить на нее. А, сначала будут беседовать с тунеядцем. Естественно. Право на труд – это означает, что я могу как трудиться, так и не трудиться. Верно? Знаете что, у нас с вами Право на немножко труд – разная это не философия жизненная. обязанность на труд. Право на труд не равно У нас обязанность. с вами немножко разная жизненная философия. Не-не, вы специалист, а я не специалист. Вот я правильно понимаю? Вы еще в гимне тут поете про их права и годную працу. Ну, гимн писала не я. Да, я согласен, надо переписать. Но это не обязанность права. Вы со мной согласны? Я вам еще раз повторила свою позицию. Ну так як я не знайшов музику на гэтыя цудоўныя словы, то буду выдумываць зараз сам. У нашым шчырым жаданні добра для людзей і любімай радзімы з мноства розных прафесій і спраў. Мы зрабілі свой выбар адзіны, мы ў адказе за лёсы людзей. Мы их клопоты лічым сваімі, стала лёсам тваім і маім сацыяльная служба краіны. Слушайте, вы позвонили поиздеваться или как? Я не могу понять. Да какой издеваться? Гимн в нашем Ну, щиром есть жадании. на сайте есть гимн, ну, Министерство труда, и что? И что? А где музыка? Как послушать? Ну, позвоните в министерство, узнайте, где вы можете его послушать. Ну, вы же, наверное, его исполняете, когда приходите на работу. Слушайте, разговор закончен, до свидания.